Сроки обжалования решения Центральной избирательной комиссии необходимо обозначить конкретнее. Это позволит избежать недоразумений и разночтения законодательных норм, считают в Центре избиркоме. По словам председателя Дмитрия Маршан, достаточно 1 месяца. Это период до вступления избранного кандидата к законным обязанностям. Закон разрешает, соответственно, это с позиции Конституции, конституционных законов, обжаловать решение Центральной избирательной комиссии, как кандидатам, так и избирателям. Если вдруг мы неправильные решения принимаем, это будет судом установлено, чтобы это все устанавливалось до инаугурации избранного президента. Для того, чтобы мы не сталкивались с такими проблемами, когда избранный президент приносит присягу, он подписывает указы, кадровые назначения. Все это вне конституционного поля, это все незаконно. Чтобы вот таких незаконных вещей не происходили, мы предлагаем, чтобы все вопросы судебного характера до инаугурации были завершены. Согласно существующим законодательным нормам о выборах президента, максимальный порог явки во 2-м туре составляет 25%. Центральная избирательная комиссия считает, что процент явки необходимо увеличить до 35%. Это позволит повысить гражданскую ответственность, обеспечит активность и не только. Во 2-м туре мы на 10% предлагаем повысить порог явки с 25 до 35, для того, чтобы избранный президент имел больше легитимности, больше голосов в поддержку, для того, чтобы и в дальнейшем этот порог, люди чтобы понимали, что если они не придут, то выборы не состоятся. Также это будет стимулировать самих кандидатов более плотно работать с избирателями. Также Центр избирком считает, что графе «против всех» необходимо придать большую смысловую нагрузку. Согласно озвученным предложениям, если простое большинство графы «против всех» превысит голоса «за» относительно каждого кандидата, то будут назначаться новые выборы уже с другими кандидатами. Если графа «против всех» в 1-м туре набирает 1-е место, чтобы это рабочая графа была, чтобы это не просто формально было закреплено в законе, мы предлагаем, если графа «против всех» набирает 1-е место, назначить новые выборы, чтобы не было 2-го тура. И чтобы те кандидаты, которые не смогли набрать больше, чем графа «против всех», чтобы они не имели права баллотироваться в этой предвыборной кампании. Как сообщил Дмитрий Маршан, следующие выборы в президенты приходятся на 2025 год, на март месяц. Дату проведения выборов, как обычно, назначает парламент. В ЦИК надеются, что озвученные ими предложения позволят усовершенствовать существующее законодательство. И в этом вопросе они полагаются на депутатов. Асида Мали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.